Лето – то время года, когда стоит готовить сани. Иными словами, делать ремонт, готовиться к суровой якутской зиме. Целью оказания помощи в заключении энергосервисных контрактов и освещения деятельности своей организации в поселке Тикси провела семинар ведущий специалист регионального агентства энергоресурсосбережения Мичелина Осипова. Подробности далее. Тем, кто живет на крайнем севере, где отопительный сезон длится почти круглый год, нужно обязательно задуматься над проведением комплекса мероприятий по энергоресурсосбережению. Мероприятия по проведению энергоресурсосбережения регламентируются федеральным законом 261 и включают в себя комплекс мероприятий по утеплению зданий и помещений, установку приборов учета, что в значительной степени ведет к экономии финансовых средств. На реализацию программ по энергосбережению из федерального бюджета выделяются субсидированные средства. Также эти мероприятия осуществляются за счет софинансирования из муниципальных бюджетов. Например, в прошлом году в Булунском улусе на эти цели было выделено 19 миллионов рублей, которые бюджет улуса не досчитался от Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики. Приехали мы в поселок Тикси, чтобы зачитать семинар по внедрении механизмов государственно-частного партнерства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мичелина Осипова также привела наглядные примеры экономии средств порядка 3 миллионов рублей, которые стали возможны в результате проведения капитального ремонта муниципальных зданий в Мегино-Кангаласском улусе республики. В поселке Тикси множество домов, построенных в середине прошлого века, которые вряд ли подлежат ремонту, ведь при 30% износе здания вкладывать средства на ремонт нерентабельно. Энергосервисный контракт – это особая форма договора, направленная на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. То есть вообще в целом по республике уже есть реализованные энергосервисные контракты, которые привели вообще к фактической экономии. Потому что мы все прекрасно знаем, что платим мы все за коммунальные расходы по нормативу. За счет энергосервисного контракта выполняется комплекс энергосберегающих мероприятий, что приводит к фактической экономии. Главным составляющим энергосервисного контракта является то, что заказчик не вкладывает в проект собственные средства, а наоборот получает проценты от экономии. Потому что комплекс мероприятий энергосбережения как раз направлен на экономию средств жилого сектора и бюджетных организаций. На сегодняшний день энергосервисные контракты по республике заключили 14 муниципальных образований, включая город Якутск. Станет ли Булунский улус следующим муниципальным образованием, заключившим такой стратегически важный контракт во благо людей, проживающих в экстремальных природно-климатических условиях? Күнней Говорова, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.